Вас спасли. Вас отправили подальше от Крыма и спасли от кары советских солдат. Знакомая формулировка, не правда ли? Такое мы слышим каждый новый май, как отголосок советского мифа, призванного оправдать депортацию, сняв с государства всю ответственность за совершенное преступление, оставив обществу стереотип, десятилетиями разделяющий его на нас и на них. Нас не интересует чье-то историческое невежество. Сегодня мы говорим про нашу память, исторические и правовые последствия депортации. Я услышала это впервые от своей первой учительницы. Она была крымской татаркой, Лилия Бекировна. У нас были уроки истории. Раньше эта тема не поднималась ни у меня в семье, ни где-либо еще. Страшно понимать, что у людей, у целого народа за один момент, за один день меняется вся жизнь. Они оказываются абсолютно в чужом месте, без денег, без возможности начать жизнь заново. И это, конечно, очень печально. Сама депортация начиналась очень страшными событиями. В 4 утра подняли людей и вывозили их в вагонах для скота. На самом деле это бесчеловечно. Все эти события, они показывают, что человек может быть очень жестоким. И сама эта ситуация довольно трагическая в целом. Не какая-то ее часть. Вся история очень трагическая. В то же время эти истории, они позволяют в будущем людям иметь какой-то опыт. Глядя на историю, глядя на прошлое, мы можем вспоминать это и больше не повторять этих ошибок. Я учусь на специальности журналистика. В первый раз о депортации я узнала на дисциплине «История крымско-татарской литературы». Нам преподавал ее известный литературовед Абдульвапов Нариман Ремзиевич. Я приезжая, я не из Крыма, и я действительно растрогалась, прониклась историей другого народа. В первую очередь я выражаю сожаление, но в то же время я безумно рада, что крымские татары смогли вернуться на родную землю и продолжить свою историю. Мне непонятно, почему это происходит, почему так сложилось, что такая ситуация произошла. Положительных эмоций абсолютно не испытываю, только какие-то непонятные мысли идут в голову, от чего это произошло, точнее. Ничего хорошего. Конечно, это очень страшное событие, очень повлияло оно на жизнь всего крымско-татарского народа. И жалко, конечно, что так происходит. Это вот сравнимо с Холокостом у евреев тоже. Абсолютно ни за что. Евреев как бы убивали, а здесь депортировали тоже абсолютно по непонятным причинам. Нынешний конструкт многонационального Крыма – это все пустышка, потому что многонациональный Крым 1944 год уничтожил окончательно и бесповоротно. Теперь есть мы и есть не мы, которые пытаются всегда нас стереть и опять засунуть куда-то в какой-то конструкт, как советского человека, в котором нет нации, нет культуры, в котором есть одна нация, один язык, одна идеология. И ведь выдрали отсюда не только нас. Выдрали всех наших соседей. Выдрали болгар, выдрали греков, донголаков, выдрали немцев. Люди, которые строили как мы, которые жили как мы, которые жили с нами, которые воспринимали нашу культуру. И у них ведь не было этапа возвращения. Депортации всегда сопровождаются определенным мифом – религиозным, идеологическим. Они являются своеобразной формой учета и принуждения государством его коллективных политических противников. Без суда и следствия, по списку и в административном порядке. Именно так выглядели советские депортации против целых народов. Решения, как правило, принимались руководителями партии и правительства по инициативе органов НКВД, КГБ. Такого рода масштабные операции государства, конечно же, имели политические мотивы. Погасить протест, сделать более или менее однородным районные выселения. Ну а уж экономическая выгода более чем очевидна. Дешевая, а точнее почти бесплатная рабочая сила за 100 грамм хлеба, которая по усмотрению государства переброшена в нужное для него место и время. Если разбирать ситуацию крымско-татарского народа, то, разумеется, уже за последние годы и десятилетия накопилось достаточно анализов, взглядов, исследований, собраний фактов, касающихся утраты крымскими татарами своего государства, начиная с 1783 года.
Потом, какие бы режимы не господствовали на территории Крыма, как бы они не враждовали друг с другом, как бы они не сменяли друг друга, как бы они не критиковали друг друга, в отношении крымских татар наблюдалась удивительная повторяемость. В том смысле, что вопросы, которые касаются крымско-татарского народа, и не просто касаются сбоку, издали, а, по сути говоря, затрагивают само существование крымско-татарского народа на своей земле, решались другими людьми, ну, скажем так, попроще, без спроса самих крымских татар. И эта практика началась в 1783, продолжается по сей день. Эльмира Ханым, в здоровом обществе с прошлым работают, чтобы договориться о будущем. А в нашем случае прошлое объединяет или разделяет? Вы правы, что во многих обществах работают с прошлым. Имеется в виду, что люди, главным образом политики, интеллигенция, гражданское общество, задумываются над тем, как сделать так, чтобы определенные травмирующие события прошлого перестали осложнять взаимодействие между людьми в настоящем и будущем. Это подразумевает определенный комплекс мер, связанных, например, с тем, как преподносить эти события истории в учебных программах, как организовывать мемориальные мероприятия, как вообще публично говорить на эти темы. Разные общества по-разному работают с прошлым, но если говорить об общей тенденции здоровых обществ, то это не замалчивание, ни в коем случае не искажение истории. То есть это попытки разобраться в том, почему сложилось так, как сложилось, кто несет ответственность, и самое главное, как помочь людям, которые стали жертвами несправедливости. То есть в здоровых обществах есть консенсус по поводу того, что прошлое – это важно. И нужно прилагать коллективные усилия для того, чтобы это прошлое деструктивно не влияло на современные процессы. Если говорить о нашем крымском опыте, начиная с 90-х годов, то у нас, к сожалению, не сложилось консенсуса по поводу того, как работать с прошлым. Общество было разделенным по этническим и политическим линиям, а публичные дискуссии очень часто крутились вокруг вопроса о том, кому принадлежит Крым, кто имеет право на управление им, кто коренной, а кто пришлый. Поэтому любое обращение к прошлому было идеологизировано. Татарская предательница, ты поняла? Предательница, придет вам конец, вот вам Крым. Во время войны Крым продалась, зараз продаешь Крым. Придет вам конец. Татарка, ты вонючая. Собрали народ противовес нашему собранию, начали собирать русскоязычное население. Русских народ весь привезли сюда, никто на работу не пошел. Человек 100 было, и нас было такое в порядке человек. Вот вас сюда вывели, по сути дела, на одну площадь. Совершенно верно. У них своя кучка была, а у нас своя. Милиция не вмешивалась, специально со стороны наблюдала. Было явное противостояние. То есть у вас был как ссора какая-то была, наверное, да, нет? Мы народ свой убирали от этой границы подальше, чтобы не было ссор, не было инцидентов. Да, даже они кричали, что нас нужно обратно выслать назад. Раз сама депортация 1944 года и потом последующие акты вплоть до 1989 года признаны незаконными, неприступными и преступными как с точки зрения внутреннего законодательства, так и с точки зрения международного права, которое в данном случае России признается обязательным для себя, это означает, что в сугубо юридическом плане эти все акты являются не только аморальными, репрессивными, какими-то гадкими, мерзкими и всякое такое, они являются юридически ничтожными, то есть не действующими. Насколько рабочим для наших широт является понятие «культура памяти»? Мы понимаем, зачем мы обращаемся к прошлому? Я думаю, что да. Мы знаем, зачем мы обращаемся к прошлому. Прошлое, как я отметила ранее, помогает нам обосновывать наши притязания на экономические и политические ресурсы Крыма. В случае крымских татар обращение к прошлому – это еще и поддержание своей этнической идентичности. Мы таким образом переоткрываем для себя, кто мы есть, откуда мы взялись, чем мы обладали, что мы дали миру, что с нами происходило в те или иные события нашей истории. Это важно, потому что после депортации крымские татары были лишены возможности знать и говорить о себе правду. То, что они слышали от советской пропаганды, оставляло очень мало пространства для здорового национального самосознания, поддержания достоинства людей. Пришлые варвары
работорговцы, предатели. Вот то, с чем приходилось крымским татарам жить в условиях ссылки, в условиях очень ограниченного доступа к информации. Таким образом, даже действующего гражданского законодательства, а Гражданский кодекс был принят после этого закона о реабилитации, но предыдущие гражданские кодексы России содержали аналогичные нормы, и до указа президента России о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, государственной поддержки их возвращения и развития, который был принят 21 апреля 2014 года. Так вот, если сравнить этот указ президента России 21 апреля 2014 года и закон о репрессированных народах от 26 апреля 1991 года. Разницу я, скажем, продемонстрирую очень быстро. В законе речь идет о территориальной реабилитации, о культурной реабилитации, речь идет о политической реабилитации, о имущественной реабилитации. И эти выражения в указе президента даже не упоминаются. А само возмещение ущерба, ну, тоже, в общем-то, обходится без него. Хотя для этого ни указа президента, ни отдельного законодательного акта России, строго говоря, не требуется. Достаточно действующего сейчас, действовавшего на момент принятия закона, действовавшего на момент 1944 года Гражданского кодекса Российской Федерации, потому что после объявления депортации незаконной, не соответствующей и законам СССР, и России, и международному праву, все правовые, так называемые правовые основания, по которым изымалась земля и имущество, движимые и недвижимые, являются недействующими. Вместо Акмечети Черноморская Октябрьским назвали Бюйюк-Онлар, а Ички стало советским. К 1948 году Крым был практически полностью переименован, а новая советская история ввела в оборот два мифа – греко-христианский, как позитивный, созидающий, и монголо-татарский, как деструктивный и чуждый. Теперь Крым окончательно потерял связь с прошлым, когда полуостров был плавильным котлом, где угасала одна культура, а на ее фундаменте рождалась новая. Именно тогда, в 1944-м, Крым лишили уникального будущего, где многонациональное согласие могло быть не декларацией, а реальным правилом. В товарных вагонах увозили не крымских татар, увозили культурный код Крыма. В оголтелой кампании сноса крымско-татарских названий погибли древнейшие греческие, генуэзские топонимы Южного Крыма, например. Ведь это даже в голову никому не приходит, что Шелен, Айсерес, Ускут, что это топонимы, которые мы не придумали, мы их унаследовали. И то, что это тот язык земли, который делает Крым Крымом. Никому не интересно приветное, которых 145 накидано по всему полуострову. Нашу вот эту цивилизацию, этот плавильный котел, его превратили в уездный город Советского Союза. С курортом, с шезлонгами. И он перестал быть интересен и внешнему зрителю. Что он здесь увидит? Ведь вся конструкция, вся идеология Советского Союза была направлена на то, чтобы нас расчеловечить, чтобы у нас не было какой-то субъектности, чтобы мы, не дай бог, не вызвали ни у кого сочувствия. О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку. Обращает на себя внимание дата. 17 апреля 2014 года. Вот подумайте. 17 апреля 2014 года украинский парламент принимает такой закон. Но что мы имеем дальше? Ну, в частности, мы имеем, что дом, который был изъят при депортации, если он сохранился и не занят. Ну, это для кого писалось? Дом, изъятый 18 мая 1944 года, если он сохранился, ну, даже по сей день сохранились кое-где эти дома. И не так уж мало. А если в общем брать количество, то по момент депортации было изъято 87 тысяч по официальным архивным данным. И не занят. Тот, кто писал вот это выражение, не занят. Он вообще что имел в виду? Даже если он что-то имел в виду, я беру сейчас Гражданский кодекс уже действующий Украины. Это современный действующий Гражданский кодекс, статья 1212, но
можно взять кодекс предыдущей действующей Украины и тот гражданский кодекс Украины, который действовал на момент депортации, вот все эти периоды, и эти нормы там повторяются. Говорится, что лицо, которое приобрело имущество, либо сберегало его у себя за счет другого лица, потерпевшего, без достаточного правового основания, то есть безосновательно приобретенное имущество, обязана вернуть потерпевшему это имущество. Во-первых, сама Украина признает все эти акты незаконными и преступными, то есть недействующими с самого начала. Но если даже себе вообразить, что как бы формально вот были приняты какие-то там советские после там другие акты, которые передавали это имущество, забирали у крымских татар и отдавали кому-то, эти основания точно отпали. Вот эти рассуждения, что эти люди не сами взяли, они просто его как бы сберегли, сохранили в соответствии с украинским законодательством, точно так же, как с российским общим законодательством, не посвященных специально депортированным, а просто любому гражданину этого государства, говорит о том, что это имущество должно быть возвращено. Потому что оно, во-первых, неосновательно приобретено по недействующим, по преступным, по законным, по отмененным впоследствии правовым актам. А во-вторых, даже если оно перешло во вторые, третьи руки, оно с самого начала, будучи изъято неправовым путем, потом сберегалось у кого-то в пользовании, опять-таки неправовым, антиправовым путем вследствие депортации. Если у кого-то украли пальто, или отняли шляпу, или кошелек, они должны быть возвращены. А вот если у вас во время депортации преступление, которое обозначено в том числе в украинских документах и в российских, как геноцид, то есть международное преступление, его можно не возвращать. У меня вопрос, а где тут равноправие граждан, независимо от национальности? Нелояльность Нохчи советской власти и участие в повстанческом движении. Это официальная причина депортации чеченцев в феврале 1944 года. Балкарцев обвинили в неспособности защитить Приэльбрусье. Для каждого наказанного народа был найден повод. Однако истинные причины – это пограничный статус этих народов и протестный потенциал. 10 мая 1944 года Берия написал Сталину о нежелательности крымских татар на пограничной окраине Советского Союза. Границы и нелояльная СССР Турция. Поголовный крымско-татарский коллаборационизм? Серьезно. Турцию нам, конечно, будут припоминать еще долго и после распада Союза. Но важным следствием депортации народов Кавказа и крымских татар стали административно-территориальные репрессии. После тотальной депортации 10 народов СССР 7 из них – немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары – лишились при этом и своих национальных автономий. Название украинского закона о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку. В то время как в самом законе констатируется, что были депортированы народы, национальные меньшинства и лица. И ничего не говорится, как вообще рассматривается вопрос о национальной государственности крымских татар, или, выражаясь иными словами, национально-территориальном образовании, которое было ликвидировано, то есть Крымская ССР, в результате, как следствие депортации 1944 года. В российском законе о реабилитации репрессированных народов говорится, что реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ. Это рассматривается в том числе и как политическая реабилитация, статья 7, и как территориальная реабилитация. Она предусматривает осуществление на основе их волеизъявления, то есть волеизъявления самих репрессированных народов, это как раз синоним права на самоопределение, предусматривает на основе их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их антиконституционного насильственного изменения. Однако по сей день крымских татар никто официально не спрашивал об их волеизъявлении по этому поводу, и никоим образом это не происходило, потому что совершенно официально нынешняя Республика Крым не является национально-территориальным образованием крымско-татарского народа. В российском законе 1991 года такая возможность упоминается, устанавливается, но по сей день не реализована. В украинском законе о ней даже не говорится.
Эльмира Ханум, наша культура памяти – это культура борьбы и культура жертвы. Каким может и должен быть новый конструкт памяти? И вообще в таких условиях есть ли место другой культуре? В этом контексте чем является национальное движение? Боюсь, что обстоятельства нас вынуждают жить в условиях культуры борьбы и культуры жертвы. Сложно развивать другую культуру памяти в условиях столь неблагоприятных для работы с прошлым, когда альтернативные версии прошлого не просто замалчиваются, а подавляются. А окружающая нас среда пока не позволяет нам переформатировать нашу культуру памяти. И поэтому мы продолжаем бороться, продолжаем по возможности отстаивать свои представления о прошлом и продолжаем считать себя жертвой. Это не означает, что нам не нужно уже сегодня думать над этим и пробовать выстраивать модели нашей культуры памяти в будущем. Если теоретизировать, то было бы, конечно, неплохо перейти к культуре ответственности, что подразумевает, что нам нужно будет провести честную работу со своим прошлым, попробовать его осмыслить всесторонне, попробовать провести работу над ошибками и, по возможности, извлечь уроки. Для этого нам прежде всего понадобится глубокий внутренний крымско-татарский диалог и поиск консенсуса по вопросам нашей давней и недавней истории. И было бы неплохо, если бы мы могли вести такой диалог, если бы мы могли слышать друг друга, если бы мы могли уходить от каких-то легковесных выводов и обвинений. Уже потом, договорившись между собой, мы могли бы начать переформатирование политики памяти Крыма с учетом наших коллективных интересов. Но все это, повторюсь, реалии не сегодняшнего дня. Для этого, к сожалению, нужен другой социально-политический контекст. Ответственность – это про то, что мы не застреваем в прошлом. У нас большое количество людей живет, знаете, тем, что было с предками, и тем, что есть сейчас. Но жить прошлым и настоящим одновременно невозможно. Мы должны прошлому оставлять его почетное место, но жить в настоящем. Почему нельзя забывать о прошлом? Это наш иммунитет. Закономерной реакцией обществ, переживших геноцид и политические репрессии, становится выученная беспомощность, установка на бессилие в социально-политических процессах. На выходе государство получает послушное и управляемое общество. Но, к сожалению, это не все последствия депортаций и репрессий. Страх. Он убивает душу. Поколение, пережившее трагедию, боится быть счастливым. Любить молча, с сердцем и взглядом становится правилом в отношениях матерей и детей. Однажды перенесенное насилие надолго или почти навсегда меняет народ. И лишь с поколениями преодолеваются трудности с доверием и низкой самооценкой. Возможно ли счастье там, где было горе? Однозначно да. А другой вопрос, что такое счастье? Мы привыкли понимать под счастьем отсутствие несчастья, либо равнозначно радость. Но радость, как и любая эмоция, она быстро проходящая. И жить без несчастья, без горевания, в принципе, невозможно. Без этого человек не развивается и не вырабатывается эмпатия. Когда мы говорим о счастье, я очень люблю брать этимологию этого слова, да, с частью «е». С частью «я» есть, то есть я часть чего-то большого, чего-то целого. И здесь речь идет про в целом удовлетворенность своей жизнью, да, когда человек оглядывается назад, смотрит на свой пройденный путь и понимает, что он не застрял где-то в одну эпоху, в одно какое-то время, да, в своем каком-то домике, пространстве, а он всегда в движении, и он приносит пользу вот этому большому целому. Горе и счастье, по сути, всегда ходят рядом. Горе – это то, что нас немножко отрезвляет в этой жизни, делает нас более человечными, да, помогает нам вырабатывать такие ценности, как сострадание, сожаление, взаимопомощь. Счастье – это то, что дает нам силы, проживая горе, двигаться дальше, к новому будущему. Любое горе – это всегда про некую трансформацию нашей жизни. Оно болезненно, но оно нам нужно для чего-то. И вот счастье – это понять, для чего оно нам нужно, и выбрать свою стратегию движения дальше. 1944 год для крымских татар – это переломная точка, после которой крымские татары из какого-нибудь худого развития культуры, даже учитывая то, как все происходило в конце 30-х годов, перешли к постоянной потере и попытках что-то из этой потери удержать, когда она уже сыпется сквозь пальцы. Мы народ, у которого в 30-е годы были свои научные деятели,
был свой научно-исследовательский институт, были свои этнографические экспедиции, были свои институции, которые могли бы дальше заниматься и процветать. Но я как-то говорил о том, что пока в Поволжье такой татарский хореограф Гай Тагиров ездил по селам и записывал образцы хореографии, а потом издал книгу «100 татарских танцев», мы 20 лет выживали, потом еще 10 лет ставили на ноги детей, давали им образование, потом возвращались и все начали заново. Если говорить о земле, то ясное дело, земля в разных районах Крыма, она не одинакова. А вот самая ценная земля, как мы все знаем, это земля на южном берегу Крыма, где, собственно говоря, крымские татары, 80% крымских татар и проживали до депортации. Часть земли была в приусадебных участках, часть земли была у колхозов. И вот тут-то можно сказать, что, дескать, ну вот это же колхозная, там, государственная земля. Минуточку. Дело в том, что колхозы в Крыму в 20-е, 30-е годы наделялись государством, советским землей. И знаете как? Навечно. И, внимание, крымско-татарские колхозы никогда юридически не ликвидировались. И этому есть тоже просто юридическое подтверждение. Это постановление Государственного комитета обороны от 12 августа 1944 года, номер 6372С, то есть секретное, о переселении колхозников в районы Крыма, где, в частности, обязуют Краснодарский, Ставропольский крайисполкомы, Ростовский, Воронежский, Тамбовский, Курский, Орловский, Брянский облсполкомы и, внимание, Совнарком Украинской ССР переселить до 1 октября 1944 года в районы Крыма 17 тысяч хозяйств, колхозников 51 тысячу человек. То есть юридический документ откровенно подтверждает, что старые колхозы даже формально не ликвидировались и никак не трансформировались. Были организованы новые колхозы, а земля была отдана советской властью навечно крымско-татарским колхозам. Горе очень часто это сопутствие какой-то несправедливости по отношению к нам. И если мы будем говорить о депортации, то это огромная несправедливость по отношению к целому народу. Это не просто горе, это глобальная трагедия. Люди, которые не видят в том, что произошло ничего плохого, есть и сейчас. Мы среди них живем. Есть те, которые поддерживали, есть те, которые и сейчас, в принципе, не против повторить. К сожалению, такие лозунги слышны. Можно ли с ними жить? В идеале нет. В идеале мы не должны жить в том обществе, которое несет агрессию, которое стабильно напоминает нам о той трагедии, которую мы пережили. Потому что это всегда про внутреннее напряжение тех людей, которые через это прошли, или предки их прошли. Неважно. Травма распространяется сразу на несколько поколений. Это не так, что кто-то прожил, а дальше мы живем счастливыми и успешными, и радуемся жизни. Нет, это все затрагивает второе, третье, четвертое поколение. И когда ты изо дня в день видишь тех людей, которые либо способствовали, либо поддерживают до сих пор, ты живешь в этом напряжении. Тебе очень сложно вырваться, да, из этих тисков агрессии и продолжать двигаться. Тем не менее, это возможно. Для этого нужно просто привести в баланс свою оборону, а мы ее должны продолжать держать, и свое доверие. Да, то есть на чаше весов они примерно должны быть в равенстве. Без доверия мы будем окружены только негативом. Таким образом будет формироваться негативное мышление. Оно и так у многих сформировано на фоне той травмы, которую мы приобрели. Потому что иначе мы останемся без ресурсов. А отсутствие ресурсов не дает двигаться к цели. Цель – это про жизнь. Наша психика воспринимает человека с целью как живого. Если у человека нет цели, психика считает, что ты умер. И идет полная деградация, саморазрушение. И этого ни в коем случае нельзя допускать. Доверие на фоне того, что было, оно в принципе возможно, потому что у нас есть уже сегодня, благодаря цифровому миру, гораздо больший выход на общество, и мы можем больше видеть этой поддержки для себя. Доверие, опять же, это еще и про эмоции, про открытость. Ты не можешь быть открытым миру, когда ты долгое время жил в состоянии сдержанности, когда тебе нельзя было выражать очень многие эмоции. Это логично. Для того, чтобы нации выживать, она должна была эмоции сдержать. И вот теперь, когда мы лишились своих соседей, своих друзей, нам пытаются их наследие противопоставить нам. Но это никогда не получается. Но не может бахчисараец, который любит свой город,
который происходит с этого города, не жалеть о том, что в городе не осталось кенасы, не осталось синагоги, уничтожены 2 церкви, греческая и армянская. У нас ведь болит не только за 31 мечеть, которую уничтожили. У нас болит за армянскую церковь 18 века, крытую черепицей. У нас болит за то, что греческий поселок, бывший Мариамполь, теперь превратился в дачный поселок для людей не самого лучшего толка. У нас болит за то, что нету у нас того мультикультурализма. Когда я привожу людей в Бахчисарай, я говорю, вот здесь была мечеть, здесь была синагога, здесь кинаса, а здесь была греческая и армянская церкви. И все это было органично вплетено друг в друга. Это ведь совершенно удивительно, что народы Крыма, которые здесь сформировались вместе с нами, они независимо от религиозной принадлежности Бога называют Аллах. Урумы так называют Бога, христиане. Иудеи, крымчаки, караимы называют Бога Аллах. И для них совершенно ничего им не претит, то, что это слово арабского происхождения, что это слово из иной религии. Это их Бог тоже. То есть вот это вот переплетение, вот эта вот интеграция друг в друга, вот это вот добрососедское, почти братское отношение друг с другом, оно просто было уничтожено. Уничтожена была любая вот эта вот выдранная культурная часть Крыма, она выдранная часть нас, потому что ее украли у нас. Прошлое это наша история, и мы ее должны обязательно помнить. Но настоящее это то, что мы готовим для нынешнего поколения и для будущего поколения. Настоящее это про то, какими мы будем там, через 10-20 лет. Мы отделяемся от прошлого и становимся взрослыми. Почему очень сложно нынешнему поколению отделиться от старших? Потому что мы берем эту трагедию на себя, и как будто бы мы не можем быть счастливыми. Быть взрослыми — это брать ответственность за свою жизнь, и с этим у нас огромные проблемы, потому что авторитарный стиль воспитания, который тогда был, не давал нам возможности принимать решения самостоятельно. И мы сегодня это не очень умеем делать. Мы обычно слушали, что нужно делать, куда надо идти, где надо учиться, а здесь ты понимаешь, что это твоя жизнь. Более того, ответственность и взрослость — это не всегда удобно, потому что гораздо легче эмоционально, психологически каждый раз проживать то, что было, и говорить, это они виноваты в том, что мы такие сегодня. Это та советская власть так поступила с моим народом, это наши бабушки не так выстроили там нашу жизнь, это сегодня правительство, люди вокруг, они такие, они мешают нам двигаться вперед. Но это ложь, которой некоторые люди пользуются для того, чтобы выходить из своего зоны комфорта, брать эту ответственность на себя и тащить. А приходится пока что тащить. А когда ты, превозмогая боль, страх, неуверенность, да, ты продолжаешь двигаться вперед, ты не только для себя стелишь вот эту красную ковровую дорожку в большое будущее, но и для всех других. Можно ли уже сегодня представить, что станет ядром крымско-татарской памяти в будущем? Я думаю, что это будут ключевые вехи нашей истории, которые помогут наполнить наше национальное самосознание чувством принадлежности к Крыму, чувством гордости за прежние достижения, надеждами на реализацию наших коллективных прав. Это будут события, связанные с Крымским ханством, с аннексией Крыма, с эпохой Каспринского, с национальным пробуждением начала XX века, конечно, с депортацией и репатриацией. Просто эти события будут приобретать иное звучание, иную интерпретацию, которые будут соответствовать новой эпохе. Память о прошлом никогда не бывает абстрактна, она всегда развивается в рамках определенного социально-политического контекста. Она всегда созвучна чаяниям, настроениям людей в данный конкретный момент. Поэтому так будет и в будущем. В определенный момент наша память коллективная будет актуализировать те события нашего прошлого, которые будут востребованы в тот момент, которые будут необходимы для реализации наших коллективных прав. И с этим будет связана и наша коллективная политика памяти, а также мемориальные практики, которые получат развитие в Крыму. И сегодня мы приходим к реконструктивным выводам, которые мы можем сделать, задумываясь о том, каким бы мог быть Крым, если бы нас в 1944 году жестоким образом не вырвали с родной земли и не уничтожили половину народа там. И не уничтожили бы параллельно с нами другие народы, которые жили с нами.
Это был бы действительно мультикультуральный регион, в котором бы многонациональность не была бы штампом идеологическим, а которая бы воспринималась как само собой разумеющееся. Это был бы культурный регион, где был бы такой контекст именно крымской культуры, в котором были бы не только крымские татары, в котором были бы все, кто приходил бы в Крым, кто знакомился бы с Крымом, кто бы жил в Крыму. Потому что в 19-20 веке не танцевать хайтарму в Крыму, неважно, русский ты, армянин, болгарин, грек, это было невозможно. Все живущие в Крыму, независимо от того, какой они национальности, они были в культурном контексте Крыма. И вот этот опыт взаимодействия, этот опыт добрососедства, этот опыт взаимообогащения культурами друг друга, он бы, естественно, и мы бы были другие психологически. У нас бы не было вот этого вот барьера свой-чужой, такого явного, который у нас появился. Мы бы легче, проще, гораздо более доброжелательнее относились бы к другим культурам, которые бы были возле нас. И, естественно, они бы совершенно по-другому относились к нам. В мире есть мультикультурные регионы, но тот опыт, который прошел Крым, и который прошел, в частности, наш народ, я думаю, что такого опыта нет ни у кого. Помимо плеяды ученых, которые мы могли бы дать миру, которые мы, собственно, дали миру в 30-е годы, но которые не смогли пойти дальше, которые умерли, не написав своих последних трудов, мы бы дали очень много миру в плане того, чтобы люди, смотря на нас, говорили о том, как должно выглядеть межнациональное согласие, как должно выглядеть мультикультурное общество, как должно происходить взаимодействие и взаимообогащение. Физическое истребление народа, уничтожение культуры и традиций, топонимические репрессии, административно-территориальные репрессии – это малый список последствий депортации. Мы потеряли людей, могли навсегда потерять родину и память. Мы до сих пор преодолеваем социальные, психологические и политические последствия депортации. Нам снова нужно научиться доверять друг другу, договориться про настоящее и будущее и, наконец, вернуть Крыму Крым.